Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Кругом вода. Свыше 1000 домовладений пострадало в результате ливневых дождей в Гагрском районе. Сланбжане провел оперативное совещание по вопросам ликвидации стихийного бедствия. Разгул стихии, фото и видеоматериалами о масштабах бедствия поделились граждане в социальных сетях. Наш видеообзор на их основе. 2507 лет исполнилось Сухуму. В минувшие выходные состоялись масштабные гуляния в честь праздника города. Президент Абхазии проконтролировал ход восстановительных работ в зоне стихийного бедствия. В ночь на 9 июля на западную часть республики обрушился ливневый дождь. По предварительной информации, в селе Лдза затоплено около 300 домов и 2 моста. В Лахадзе более 250 домов. В селе Псахара до 200 домов. В поселке Бзыпта сильно пострадал микрорайон от Идста, до 100 домовладений. На несколько часов было заблокировано движение на республиканской трассе. В Гагре пострадало до 200 домов. В некоторых местах в Гагре и Пицунде уровень подъема воды достигал 120 сантиметров, подтоплены частные владения улицы. В результате непогоды также пострадали учреждения социальной инфраструктуры. В ликвидации последствий стихии задействованы 22 единицы специализированной техники и более 200 человек. Президент провел 10 июля оперативное совещание в Гагре по вопросам ликвидации стихийного бедствия. Сланбжане посетил села Лахадзе, Лдза, район рыбзавода, Бзыпта. Устранением последствий стихии занимаются соответствующие службы. Местные органы власти принимают необходимые меры для того, чтобы в сжатые сроки все исправить. Будет восстановлена подача воды, электричество, возобновлено движение на дорогах, сказала Сланбжане. Глава государства заверил, что будет оказана помощь всем, кто в ней нуждается. Ваши дороги, да? Гости перепугались, нет? Конечно. Мы не можем выйти. Почему все на улице? Выбраться. Потому что работаем. А, это хорошо, надо помочь. Да. Надо помочь нам, посмотрите, там. Вы ни за что не переживайте. Хорошо, что собрал Господь Бог деньгами, да, никто не погиб. Да. Сейчас дружно день-два поработаем, и все будет хорошо. Послезавтра будет солнце. Так, как лучше. Но вы стояли, затекало к нам туда. Конечно, неприятно. Вы не знали, что делать, раз машину стреляли. Самое главное не паниковать. Детей надо на высокое место куда-то вытащить. Ваши гости разъехались? Конечно. Все вы? Полгода ждут дорогу, чтобы делали, чтобы ехали тоже. И чтобы приехали тоже, правильно? Дорога дойдет, еще и приедут. Мы будем очень рады, даже Да, звонят. вы гостей не отпускайте пока. Я не буду, вон там парни дали мне. Правильно. Хлеб в магазине есть? Свежий? Третий раз за день сходила. Есть Наконец-то хлеб, да? да? Ну что, если мы с вами допустим, хлеб на один день, только полезно для здоровья. Моего, например. Да. И Согласны? нашему тоже, да? Что? Я хочу вам, знаете, что сказать? Не знаю, скажите. Те, кто возмущается, россияне сюда приехали, Да. они делают неправильно. Потому что нужно пожалеть тех, кто тут остается. Мы уедем, все восстановится. А мы вернемся обязательно. Через 2 дня все будет чисто. Да. Значит, обстановка, вы ее видите какая. Вода нанесла существенный урон. Большое количество транспорта испорчено, имущество повреждено, коммуникации повреждены. Компетентные органы этим занимаются, соответствующие службы нацеленно работают. Местные органы госвласти принимают необходимые меры. В ограниченные сроки все будет исправно. Фото и видеоматериалами о разгуле стихии в Гагрском районе поделились граждане в социальных сетях. О ситуации с утра 9 июля на улице Лакрба в Гагре в видеообзоре Элеонора Гилаян. Эти кадры сняли сами жители Гагры. На улице Лакрба пострадали практически все дома. 2 молодые девушки сняли на телефон ситуацию на своей улице, чтобы были понятны масштабы бедствия. Они заходили во дворы соседей и спрашивали, что у кого пострадало.
Соседка рытый дом, полный метр вода, полный дом. Никто не помогает. Где мы живем, в каком месте живем? Помощи нету, ничего нету. Сами канавы чистим, а там внизу никто не чистит. Вот и так. Стройка идет на поле, стройка, все канавы закрыли. Зачем? Вот, насосы, холодильники, все пострадало. Машина, мебель. Мебель тоже. А что не пострадало? Все пострадало. Полностью все затопило, ничего не осталось. В магазине все надо выкинуть и все. Там техника, не знаю, включим, что будет, еще неизвестно. Там все холодильники почти потонуло. Там кухня летняя, холодильники все плавают, ресанты все утонули, наверное. Инструменты строительные. Снимаете, да? Пока не можем спуститься уже буквально материальный ущерб. Знаем, пока вода спадет, когда уже тогда точно узнаем. Как рассказывает автор этих кадров Элита Кокускерия, жители улицы Лакарба к 10 часам утра уже стали жертвами наводнения. Дом самой Элиты изначально не пострадал из-за грамотного инженерного подхода при строительстве. Правда, уже через час и это ему не помогло. Целая улица потоплена, люди надеялись на сезон. Кто-то у меня соседи только-только переехали в дом, они вообще потонули. Я не знаю, к ним старалась не заходить, потому что женщина плакала, и на это очень больно смотреть. В общем, всех степень потопа, конечно, разный был, но в основном поплыла техника абсолютно у всех вместе с мебелью. Сейчас жители улицы Лакарба составили письмо, в котором рассказывают о своих убытках и просят материальной помощи у администрации города. Сегодня весь день, пока власти проводят совещание, люди своими силами убирают свои дома и участки. Сегодня утром проснулась, вода уже не стояла, но вот по соседям прошлась, у кого-то ил до сих пор, потому что кто-то, у кого была возможность куда-то выехать, они уехали там в соседние какие-то дома или города. И вот я зашла к ним домой, у них там прям ил стоит ужасный, вонь дома, потому что это канализационная вода в том числе. И вот мы сегодня второй день уже тоже вычищаем дом понемножку. По официальной информации пострадало 1100 домовладений, 250 автомобилей. В корпусах курорта Пицунда затопило около 70 номеров. Также наши зрители прислали видео из села Члоу, в котором стихия обрушила 2 моста. Один из них соединяет Члоу и Гуаду, другой через речку внутри села. Некоторые люди пока не могут попасть домой. Как сообщил нам по телефону глава администрации села Члоу Аслан Сангуля, на месте было руководство Ачимчерского района, и в ближайшее время, как только позволят погодные условия, начнутся работы по восстановлению логистики. Элеонора Гилаян, Абаза ТВ. Весь личный состав пожарно-спасательной службы МЧС Гагарского района был направлен на устранение последствий ливня. Для изучения обстановки на вертолете в Гагру 9 июля вылетел глава МЧС Лев Квициния. Из Сухума в зону сильного затопления в Гагарском районе направлены дополнительные силы МЧС Абхазии. Мощный грозовой фронт привел к сильному наводнению в районе. Улицы Гагры и Пицунды превратились в бурные потоки, что привело к подтоплениям городских зданий и частных домовладений. Личный состав ПСО города Гагра поднят по тревоге и привлечен к устранению последствий непогоды. Министр Лев Квициния на вертолете облетел зону подтопления. В село Лдза направлены сотрудники ГИМС с надувной лодкой в случае необходимой эвакуации людей из подтопленных районов. Из-за сильных дождей в ущелье реки Бзыб сошел сель и перекрыл дорогу на озеро Рица. Сотрудники Рицинского национального реликтового парка проводят работы по расчистке автотрассы. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Ага, а вот она уже сходит, смотри, у нас было до той ступеньки. Вот Лакарба 22 полностью у нас первый этаж. Заполнен водой. Здесь жилые комнаты, 6 комнат, здесь кухня. Второй этаж. Если дверь можем открыть.
соседка рытый дом, полный метра вода, полный дом. Никто не помогает. Где мы живем, в каком месте живем? Помощи нету, ничего нету. Сами канавы чистим, а там внизу никто не чистит. Вот и так. Стройка идет на поле, стройка, все канавы закрыли. Зачем? Вот так пусть. Надо сказать, пошли воды. Насосы, холодильники, все пострадало. Машина, мебель. Мебель тоже. А что не пострадало? Все пострадало. Вынесли только что паркет с каждой комнаты, который всплыл, который испортился. Все погружают в машину, потому что все нужно выкидывать. Иван все выносит. И кресла, и диваны, и хозяйка дома тоже все на нервах. Полностью все затопило, ничего не осталось. В магазине все надо выкинуть и все. Там техника, не знаю, включим, что будет, еще неизвестно. Там все холодильники почти все мокрое. Моторы, все, не знаю, что там. Что включить даже, боюсь уже это. Сзади выуски все видели. Все комнаты сними и все выбросить. Первые 2 комнаты только сняли мы, остальное еще надо все снять. Это кухня, стиральная машина, холодильник, духовка, холодильник, газовая плита, печки. Мама, все потонуло, все воняет до безумия. Ущерб ничего не могу сказать, потому что еще ничего не ясно. Пропавшую туристку из Москвы ищут абхазские спасатели в селе Агараки. Об этом сообщил «Спутник», глава МЧС Республики Лев Квицинин. Женщина отдыхала вместе с супругом в селе Агараки Гудаутского района. По словам очевидцев, ее унесло течением реки Бзып во время ливней. 2 группы туристов, по сообщению Апснепресс, были спасены сотрудниками МЧС. В Гулрыбском районе у Ольгинских водопадов группа оказалась отрезана от дороги мощными потоками воды. Спасатели по веревочной переправе и на спецтранспорте вызволили 10 туристов и 3 местных жителей и доставили их в столицу. 19 человек были эвакуированы из летнего лагеря в селе Мюссера Гудаутского района. Мать и ребенок, отдыхавшие в селе Алахадзе Гагарского района, также были спасены. Им оказали помощь очевидцы, когда потоками воды их стало уносить в море. Это было сообщение Апснепресс. Пить воду из крана не рекомендует санитарная служба Гагарского района. Из-за ливней в нее могла попасть грязь. Воду необходимо отстаивать, затем кипятить, либо использовать бутилированную. Также нужно воздержаться от купания в море. Въезд в Рицинский парк закрыт 10 июля. Об этом ранее сообщил «Спутник» директора Адамур Богатели. По его словам, от 7 до 17 километра Бзыпского ущелья сошло 6 селей. На одном из участков обрушилась подпорная стена. Пострадавших нет. Дирекция парка наняла спецтехнику для устранения последствий стихии. В результате стихии утром в понедельник была повреждена высоковольтная линия Чимчира. Без подачи электроэнергии остались Гудаутский, Гагарский и часть Сухумского района, сообщает Черноморэнерго. В Сухуме по аварийной схеме запитаны подстанции Баслат и Пит и Сухум-1. Остальные подстанции пока остаются без напряжения. На месте аварии работают аварийные службы. Ливневые дожди подмыли проселочные дороги, разрушили мосты в Очимчирском районе. Об этом рассказал в интервью «Спутник» заместитель главы администрации района Артемон Габилая. По его словам, ливневые дожди нанесли ущерб селам Члоу, Меркула, Моква, Лашкиндар. Пострадали проселочные дороги и мосты через реки. Сотрудники администрации района ездят по селам, определяют ущерб, который нанесла стихия, отметил Артемон Габилая. Никаких подтоплений не произошло в Галском районе. Глава администрации района Константин Пиля провел 10 июля рабочее совещание. По информации Управления городского хозяйства, за последние 2 года проделан большой объем работы по устранению проблемы подтопления домов в результате ливневых дождей. В городе постоянно производится очистка ливневых стоков. Сами жители принимают активное участие в этих работах. Об этом сообщает Галмедиа.
Сегодня ночью в Абхазии ожидается сильный дождь и гроза. Осадки будут менее интенсивными, чем 9 июля в Гагре. Однако точно спрогнозировать силу ливня сложно. По словам главного специалиста-метеоролога Госкомитета по экологии Ларисы Ахба, к среде погода должна улучшиться. Об этом сообщает телеграм-канал «Спутник Абхазия». Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Москвой и Сухумом о двойном гражданстве. В соответствии с документом, граждане одной страны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой страны приобретать гражданство другой. Также предусматривается, что лица, обладавшие гражданством Абхазии на 26 августа 2008 года и сохранившие его до сих пор, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Те, кто состоит в гражданстве обеих стран, пользуются правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой они постоянно проживают. По такому же принципу действует призыв на военную службу. При этом граждане, уже отслужившие в одной стране, освобождаются от призыва во второй. Соглашение было подписано в Москве 27 сентября 2022 года. Соглашение о сотрудничестве между Сухумом и Москвой подписали министр правительства Москвы Сергей Черемин и глава столичной администрации Беслан Эшба. Подписание состоялось 8 июля в кабинете министров Абхазии. Цель соглашения – развитие двустороннего сотрудничества, углубление дружбы и взаимопонимания между жителями двух городов на основе принципов равенства и взаимной выгоды. Сегодня мы подписали соглашение, которое, еще раз повторюсь, открывает новые возможности. Это весь социальный блок. Да? Это и спорт, и культура, и образование, и молодежная политика. Вот. Не говоря уже о градостроительстве, возможности развития именно системы ЖКХ, вот, градостроительной документации, имеется в виду архитектуры, во всем нам будут помогать. Вот. И мы, конечно, хотим жителей Москвы еще раз и еще раз всегда приглашать в нашу столицу, в целом в Абхазию, для того, чтобы приезжали, находили себе здесь место для отдыха. Вот. Мы со своей стороны, конечно, для нас это высокая ответственность для администрации города Сухум. Мы постараемся, конечно же, не подвести. И взятые на себя обязательства, конечно же, выполнять в полном объеме. Я уже как-то говорил, да, о том, что мы вот наметили ближайшие планы, 2 рабочие группы сразу, да, это касается транспортной инфраструктуры, безопасности дорожного движения. Там вот сейчас на стадии передачи уже первые шаги, там видеокамеры, камеры наблюдения, фото- и видеофиксации и так далее. И помимо этого, ну и, разумеется, и само транспортное движение по городу, чтобы оно было правильно сделано, по науке, так, чтобы и не было у нас заторов, и, ну, и правильное место парковок. Вот. Ну и, разумеется, значит, это наш общегородской транспорт, тот, который перевозит наших горожан. Вот это острый вопрос, мы посчитали. Ну и, разумеется, градостроительная документация. Это касается архитектуры, это касается вообще внешнего вида, облика, территориального планирования по городу. Вот. Ну, много разговоров, вы сами прекрасно знаете, слышали, наверное, да, что мы там... мы или те, кто были до нас в администрации, там есть определенная критика, в этом есть справедливость тоже, ну и другие вопросы, когда затрагиваются, да. Вот. Мы вот решили до того, пока это будет принято на республиканском уровне, значит, проработать данную возможность с нашими коллегами, и уже такой выверенный документ, что лег на стол и администрации города, городским депутатам, президенту, потому что все документы, те, которые приниматься будут в качестве генерального плана города. Знаете, Москва сегодня это один из лидеров в развитии градостроительной политики, в развитии социальной сферы. И мы хотим своим опытом поделиться с нашими коллегами из Сухума. И для нас очень важно, вот те наши знания, тот опыт, который накоплен уже в огромном мегаполисе, поделиться с нашими друзьями в Сухуме. И сегодня то, что мы подписали соглашение, для нас это исторический такой момент, историческая веха. И я думаю, что мои коллеги из правительства Москвы будут счастливы сделать Сухум таким
главным направлением, в том числе и туристическим. В минувшие выходные Сухум отметил День города. В разных частях столицы проводились развлекательные мероприятия и концерты. А началось все еще 7 июля с подарка правительства Москвы концерта звезд российской эстрады. Из-за обрушившегося на Сухум ливня спеть смогла только Дарья Антонюк, звезда шоу «Голос». Второй день празднования ничего не омрачило, и все от мала до велика смогли принять участие в различных торжественных мероприятиях. Праздновать День города Сухум столица Абхазии начала за день до своего дня рождения. Правительство Москвы подарило жителям и гостям Сухума концерт звезд российской эстрады. Опять же, нам помогает присутствие Дома Москвы в Сухуме, который традиционно стал таким центром, объединяющих не только наших соотечественников, но и ставшим центром объединения наших культур. Поэтому у нас большие планы на будущее. Я надеюсь, этот концерт станет таким маленьким кирпичиком в наших отношениях между странами. Но концерт хоть и был призван стать знаковым мероприятием, не главное, что привезли с собой представители московских властей. Идеи сотрудничества, совместные проекты и намерение работать над развитием абхазской столицы. Вот что больше всего обрадовало сухумскую администрацию. Уже у нас есть наработки. Первые 2 рабочие группы будут по схеме транспортного движения, чтобы улучшить, учитывая нашу загруженность транспортом. Это касается схемы работы общественного транспорта, личного транспорта и так далее. И вторая будет рабочая группа как раз-таки по градостроительной части, архитектуры и так далее. Мы обговорили, первые шаги будут такие. Буквально уже понятно, кто будет участвовать в этой рабочей группе в рамках нашего соглашения. И мы хотим очень правильным путем пойти, чтобы не допускать никаких самим ошибок. И так, чтобы было понятно дорожная карта, как будет развиваться город. На сцене у Сухумской колоннады должны были выступить Анна Семенович, Дмитрий Маликов и Дарья Антонюк. Но из-за обрушившегося на Сухум ливня спеть смогла только звезда шоу «Голос». Первые порывы стихии не испугали ни артистку, ни зрителей. Публика продолжала веселиться под дождем. Однако ливень и ветер усилились, и концерт пришлось прервать. Но на следующий день празднования Дня города ничто не омрачило. Все запланированные активности провести удалось в полной мере. Сразу несколько выставок было организовано на Сухумской набережной. В управлении у нас находится союз молодых художников, которые отправляли нам свои картины на отбор. Отбирали мы фотографии еще с мая, а фотографии мы отбирали еще с начала данного месяца, с июля, так как мы думали, что будем выставлять старые фотографии, но решили все же сделать отбор еще новых фотографий, мало ли есть кто-то из желающих. Одна из таких молодых художников Екатерина Зарникова. На большинстве ее работ запечатлен любимый город. Как говорит девушка, место ее силы. Для меня Сухум – это вообще место моей силы. Сухум во всем своем проявлении – это прекрасная архитектура, море зелени, красок. Здесь невозможно не вдохновляться, просто каждый поход на улицу – это уже вдохновение. Картины с пейзажами столицы выставили на площади Сергея Багапш. Это работа преподавателей и учеников детского центра творчества. По словам его руководителя Рамина Ратия, у многих из его подопечных виден потенциал. А самое главное, что передают эти картины – любовь к родному городу. Детские работы иногда даже превосходят работы взрослых. Вы понимаете, у них есть своя ценность. И поэтому взрослый, если даже что-то сделал, и он уже не растет, а у ребенка есть еще перспектива, надежда, что этот ребенок может настоящим художником стать. Управление по делам молодежи организовало и интеллектуальные соревнования. На набережной прошел квиз на знание истории Сухума. Любой желающий мог проверить свой кругозор и получить за это подарок. До ледникового периода, кажется, если не ошибаюсь, было кто-то. Цифра приблизительная. Когда же начался 100 тысяч лет назад. Для самых маленьких также организовали развлекательные мероприятия с фокусами, играми и аниматорами. А завершился праздничный день концертом в Госфилармонии и салютом. Марьяна Котова, Сосрыкпа Гухава, Абаза ТВ.
Столичная администрация подготовила серию мероприятий по празднованию Дня города. Среди них выставка картин «Сухум праздник, который всегда с тобой» и масштабное гуляние в сквере у мостика счастья. Для гостей и жителей города организовали абхазское подворье «Акуашта» с бесплатным угощением от лучших ресторанов города и национальной музыкой. Подробнее Надежда Боровикова. Однодневная выставка картин «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» организована Центральным выставочным залом Союза художников в честь Дня города. На выставке представлено более 35 работ разных лет. Главная тема – места культурной памяти Сухума. عروب عامل كوزجيري خسر تلك وشوشبسها وبريئنا بسكويانا قد أراقا يشا يتصير قوسم تبيشبوت يجواب يجيج بدي عشبسكو يسز شوشبس زي أتصو خني جيج بدي عشبسكرز يخلي حامتا ياتنا قوسم تبا عريزجير أساسا تكلش يزنقتو أكلك أتورك أكلك أبشترا أكلك أبستازارا. Следующая точка в целой серии праздничных мероприятий – абхазское подворье в сквере на набережной. Специально к празднику администрация города обновила мост, установила прогулочные дорожки, а лучшие столичные рестораны угощали напитками и блюдами национальной кухни. Это абхазское подворье, называется Акуашта. Здесь мы показываем нашу кухню, наш быт. Здесь мы слышим народные песни. У нас приглашен ансамбль Гунда. Есть Апсны-фолк, есть такой народный ансамбль. Также здесь вы можете увидеть национальные виды спорта, стрельба из лука. Открытие абхазского подворья посетил глава государства Аслан Бжания с гостями из Российской Федерации. Их встречал мэр столицы Беслан Эшба, и в каждом шатре высоких гостей не отпускали без угощения. Добро пожаловать! Сегодня у нас День города. И вот такое красивое абхазское подворье мы решили представить. Это, в принципе, все ведущие рестораны, кафе абхазского города Сухум решили выставить дорогую свою продукцию и угостить гостей, местных жителей. Так что добро пожаловать. Теленок на вертеле, шашлыки, люля-кебаб, хинкали, хачапуры, национальные закуски и все совершенно бесплатно для всех гостей и жителей города. Праздник такого формата в столице организован впервые, и он получил наивысшие оценки от посетителей. В этом году я первый раз попала за все время на День города, хотя езжу сюда уже лет, наверное, 12, но вот посчастливилась. Погода сегодня очень хорошая, нет солнца. С удовольствием все видно, хорошие фотографии, хороший праздник. Я говорю, вот угощение. Нам все очень нравится, все чудесно, все замечательно. Даже вот попали вот именно в такое время, когда День города, удивлены вот таким вот проведением мероприятия. Мы приехали с Архангельска, с северов. Нам очень нравится, мы как бы случайно попали. Приехали вообще посмотреть просто Сухум набережную. И попали на такое торжество. Организовано вообще классно. У нас такого в городе нет. Государственный музей организовал экспозицию «Абхазский быт», где были представлены национальные предметы домашнего обихода. Многие гости Абхазии высоко оценили не только природу и кухню, но и культуру страны. Очень понравился ваш драматический театр. Мы не первый уже сезон приезжаем, мы всегда в него входим. Великолепная игра актеров. Просто, я бы сказала, высший пилотаж, мастерство, с душой играют. Атмосферу на празднике создавали артисты вокально-инструментального ансамбля «Гунда» и группы «Апсны-фолк». Надежда Боровикова, Саид Агухава, Абаза ТВ. Делегация Духовного управления мусульман Адыгеи Краснодарского края во главе с заместителем муфти Ибрагимом Шхалаховым посетила Абхазию с целью передачи руководства Единого Духовного управления мусульман Абхазии денежных пожертвований на строительство административного комплекса управления в Гудауте. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления. Духовное управление мусульман Абхазии и Адыгеи подписали соглашение о сотрудничестве 5 лет назад. За это время было проведено множество мероприятий в религиозной, социальной, образовательной и благотворительной областях, отметил председатель Единого Духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба. Мы, делегация от Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, приехали передать те денежные средства, которые мы собрали для строительства мечети
в городе Гудаута. Благодарим Всевышнего Аллаха за ту возможность, которая у нас появилась, собрать эти средства и поучаствовать в этом благом деле, что у нас сегодня есть такая возможность, открыты двери для взаимосотрудничества, для того, чтобы мы могли участвовать в таких благих делах, благих акциях, как строительство мечети. И чтобы наши братские народы, как народы Республики Адыгея, мусульмане Республики Адыгея Краснодарского края, а также наши братья мусульмане, которые живут в Республике Абхазия, и люди, и дальше могли взаимосотрудничествовать, взаимодействовать на благо наших стран. Это не первый приезд наших братьев. Мы рады их всегда видеть, и очередной раз они рядом с нами во всех благих наших начинаниях. Этот визит связан с тем, что в ближайшее время мы приступаем официально к строительству в Гудаутском районе на выделенном участке административный комплекс религиозный Духовного управления мусульман Абхазии. И наши братья первые, кто откликнулся, когда мы объявили о том, что происходит сбор средств на строительство данного комплекса. Первые, кто официально откликнулись, это были наши братья-адыги, это мусульмане Республики Адыгея Краснодарского края. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за ту помощь и поддержку, которую мы видим постоянно со стороны Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, выразить благодарность лично муфтию Адыгеи Аскарби Карданову, а также выразить большую благодарность за поддержку и понимание главе Республики Адыгея Мурату Кумпилову. И наши братья-адыги, как в то тяжелое время для нас, оказали нам помощь не только словами, но и физически стали рядом с нами. И многие братья сложили головы из Адыгеи, адыги. И мы чтим их память и благодарны им. И пусть Аллах воздаст им благом и дарует им джаннат. Помимо этого, тяжелого времени, тех отношений, которые были в прошлом, сегодня, хвала Аллаху, налажено много уже связей между государственными структурами, в том числе и религиозными организациями. Между нами сегодня, как вот сказал наш брат имам Ибрагим Шхалахов, проходят встречи, мы посещаем Республику Адыгея, они приезжают к нам. И вот это все благое должно развиваться не только в плане религии, но и в социальных, спортивных, других каких-то экономических отношениях. В эти дни, 30 лет назад, июльская наступательная операция абхазских войск развивалась на всех фронтах и стала судьбоносной в Отечественной войне народа Абхазии. На Абаза ТВ продолжается трансляция цикла документальных авторских фильмов военного корреспондента Тали Джапоа Айбушра Амшинца. Очередной 5-й фильм из цикла смотрите на Абаза ТВ после новостей. Всего в цикле более 10 фильмов. Ярван батальон. Второй батальон, первая рота. Второй батальон. Я попольщичка. Компат Сашимада. Камичка Раулия Бонда. Лапсин считал. Уже? Латария. Латария? Латария. Латария. Командир роты. Тепшруера.
Привет. Оттуда, с Нижней Ширы вообще-то. Как там дела? А как там дела в Нижнем Шире? Там сегодня ничего не было. Спокойно, совсем спокойно? Потому что Юрьева ахул вышка саатуш бакалар цак ягн команд пехцурт галарта. Запрцуам араскат халит. Ихак рей мяргузи тахаз хайбашчи ахчи ويشار دكنا ارخبكزار راتشان. Аха сацуверияк шахат хвачкунша гукажера бабсраман избом. Истахуб кумака схала на воей бешу сршцаверц. Макяна айчкаша сакушомакунзар. Два вендинговых аппарата для сбора пластиковых бутылок установили в Сухуми. Эту работу провели экоактивисты из общественной организации «Абхаздеск». За каждую опущенную в аппараты пластиковую бутылку они выдают порцию корма для животных. Так «Абхаздеск» стремится сформировать традицию проявления сострадания к бездомным животным, нуждающимся в уходе, и привить населению экологическое сознание. Один из аппаратов установлен в новом районе, другой на территории Института экологии. Аппараты работают на солнечной энергии. В отсутствие солнца могут работать на внутренней батарейке. Анонс предстоящих событий. 11 июля в 17:00 в Центральном выставочном зале открывается большая юбилейная выставка ретроспектива известного абхазского художника, живописца Виссариона Цвижба. В завершении выпуска прогноз погоды. 11 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь разной интенсивности и продолжительности. Гроза. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый, умеренный, 2,7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20, днем 20-25. Температура морской воды плюс 25. В течение рабочей недели с 10 по 16 июля переменную облачность. В начале недели из-за прохождения фронтов циклона с юга дождь с грозой. В среду погода прояснится, осадки прекратятся. Однако из-за перепадов температуры воздуха и давления в воскресенье возможен дождь, гроза. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.